Я единственное хочу сказать, что мы наметили некоторый план конкретных действий. План тех действий, которые мы знаем, что можно реально воплотить. И за короткий срок. Мы ни в коем случае не брали на себя обязательств, каких-то там красивых вещей, которые кем-то воспринимается на слух очень приятно. Мы никому не собираемся обещать построить там прекрасную жизнь через год или через два. Приступить закон в плане того, что вот его, вот это можно там как-то обойти, а вот этого нельзя трогать, он там такой-сякой, а вот это можно. А потом мы идем и где-то, да мы ничего после этого не можем сделать и не сделаем. И ни один человек не воспримет его как представителя закона, если он там обошел, а здесь нашел низкий забор, что называется. Не должно быть никого недосягаемого для закона. Аԥсуа телехәаԥшра аусура иацнаҵоит, хәлыбзиақәа ҳтелехәаԥшцәа ишашо ицо ефир аҿы ҳаҟоуп. Алхратә комиссиа ахадаҿы имҩаԥгаӡа аӡәҭаԥсара инақәыршәаны. Уаха аефиртә аамҭа имоуп Аԥсны аҳәынҭқаррахь акандидат Асҭамыр Ҭарба. Асҭамыр Борис-иԥа, бзиала шәаабеит ҳастудиахь. Ҳтелехәаԥшцәа ишәгәаласыршәоит ҳзықәныҟәо аԥҟара хадақәа. Сааҭк ишашо ицо аефир аҿы ҳаҟоуп. Ихадоу ахәҭа аиҿцәажәара иазкхоит, анаҩс аблиц ҳәа изышьҭоу иаазыркьаҿу азҵаара аҭакахь ҳаиасуеит. Аефир ахыркәшамҭазы акандидат алшара иоуеит, хә-минуҭк алхаҩцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵартә еиԥш. Сааҭк ицо аефир мҩаԥысуеит аԥсышәала. Ҳаԥҟарақәа рыла ҳаиҿцәажәарахь ҳаиасаанӡа ҳтелехәаԥшцәа иҭҳардыруеит акандидат инасымҩа. Убри инаркны ҳефир иазыԥҵәо аамҭа ацара иалагоит. Ҳтелехәаԥшцәа шәаргьы шәекранқәа рҿы ишәбарҭахоит атаймер. Ҭарба Асҭамыр Борис-иԥа диит Аҟәа ақалақь ҳажьырныҳәа жәаха зқьышәи ханҩажәиак шықәсазы. Зқьышәи ханҩажәи жәаа шықәсазы далгеит Аҟәатәи ажәабатәи ашьхаруаа рышкол. Зқьышәи ԥшьынҩажәи хԥа шықәсазы далгеит Аҟәатәи асубтропикатә нхамҩатә институт атехнологиатә факультет. Зқьышәи ԥшьынҩажәи хԥа шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи хәба шықәсанӡа аррамаҵзура дахысуан СССР аҳәаахьчаратә архәҭақәа рҟны. Зқьышәи ԥшьынҩажәи хәба шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи фба шықәсанӡа аус иуан Лыхнытәи ачаифабрикаҿы. Зқьышәи ԥшьынҩажәи фба шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи ааба шықәсанӡа аус иуан Аԥснытәи аССР аминистрцәа рсовет аграаглыхратә ҟәша ареференс. Зқьышәи ԥшьынҩажәи ааба шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаба шықәсанӡа Аԥснытәи аобком аҟны ааглыхареи атранспорти аимадареи ринструкторс дыҟан. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаба шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаҩа шықәсанӡа анаплакрат усура инаԥалакын. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаҩа шықәса лаҵарамӡа инаркны аус иуан Гәдоуҭа раион администрациа ахада ихаҭыԥуаҩыс. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаха шықәса Аԥсны ашәарҭадара маҵзура актәи маӡаныҟәгаҩыс дҟаҵан. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаха шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи зеиԥш шықәса аус иуан ашәарҭадара маҵзура ахантәаҩыс. Ҩнызқь шықәса инаркны ҩнызқьи хԥа шықәсанӡа аус иуан Аԥсны аҳәынҭқарра ашәарҭадара хеилак амаӡаныҟәгаҩыс. Ҩнызқьи хԥа инаркны ҩнызқьи ԥшьба шықәсанӡа Аԥсны аҳәынҭқарра аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи ԥшьба шықәсазы нанҳәамза инаркны ишьҭаарамзанӡа аԥыза-министр инапынҵақәа наигӡон. Ҩнызқьи хәба шықәса инаркны иахьанӡа ателеком анаплакы адиректор ихаҭыԥуаҩыс дыҟоуп. Аԥснытәи Аџьынџьтәылатәи еибашьра далахәын, дҭаацәароуп, аԥеи аԥҳаи драбуп. Уажәшьҭа ихадоу ахәҭа акандидат иахьиҳамоу азҵаарақәа рахь ҳаиасуеит. Асҭамыр Борис-иԥа, сгәы иаанагоит иахьынӡашәылшо иаахтны ҳазҵаарақәа рҭак аҟаҵара шәылшап ҳәа сара аманшәалара шәзеиӷьасшьоит. Раԥхьатәи сызҵаара, араҟа шәнысымҩаҿы иаҳбеит еиуеиԥшым аамҭақәа рзы, еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы аус шәухьан, иара напхгара аҭаратә аҭыԥқәагьы аанышәкылахьан. Аха аамҭак азу зегьы ааншәыжьит, избан ус еиԥш изыҟалеи? Аруна, бызҵаара рҭакқәа аҟаҵара ҳаиасаанӡа ԥҟарак иадаҳкылар сҭахуп, избанзар иахьа ҳтелехәаԥшцәа рхыԥхьаӡараҿ имаҷым ауаа аԥсшәа ибзианы измаҳауа. Насгьы иаша уҳәозар, са сгәаныла атемақәа сишьҭыԥхо, убра хәыҷык атерминқәа сзымхогьы
қалар қалот убрезы сыйысу таврус бешах. Яхен зашилшо Яхен скуяна зашилшо, куда ай, псишила, я- наивс нас яму зач позер Бзё, один чему. бзё. Рабхет без цара, Илкап, политика. нежно Нужно, да, сахуция, ай, я шопса, аусуон, юнески пшбарханза. В 2004 году я работал первым вице-премьером. И по окончании выборов я ушел с государственной службы. Но это был осознанный шаг, который я, честно говоря, давно планировал. И был момент, когда в 1999 году, когда я ушел из службы государственной безопасности в отставку, меня первый президент Владислав Григорьевич попросил, чтобы я возглавил Совет безопасности Абхазии, поскольку на тот момент этой должности не было вообще. И я не мог отказать, и поработал там 2 года, а затем, значит, в команде, как я сказал, в качестве первого вице-премьера. Но у меня всегда было желание уйти из государственной службы по многим причинам. Во-первых, прежде всего, мне хотелось попробовать себя, как говорится, в таком независимом, свободном полете, что называется, заняться бизнесом. Во-вторых, появилась семья, которую надо было содержать. И, естественно, мне хотелось заняться чем-то новым. На тот момент наш друг, боевой товарищ, организовал здесь бизнес. И вот мы с ним вместе как бы скооперировались и вот создали эту структуру, в которой я и работаю до сих пор. Илкау. Нас уяхыжте амта гырцит, яхаб жашукса жохшукса. Юепха нас яхвар қалуйта политика ханхурц шицбейтха. Ари акырын бишо дыргала хазма яхваб абас япша политика хюепха аханхра насге абржди амтазы ханхурц шицбе. 15 лет, действительно, это немалый срок в жизни любого человека. 15 лет я жил, работал в Абхазии, я никуда не уезжал. Естественно, все процессы, которые происходили в Абхазии, в обществе в нашем, я наблюдал, участвовал и, естественно, имел свою точку зрения, свою позицию по поводу всего, что здесь происходило. Ну, надо сказать, что действительно были предложения участвовать в выборах еще в прошлый раз. Но всегда видел, что есть команды, как бы стремящиеся к этому и имеющие свои планы действий, на которые я, честно говоря, оценивал и считал, что они вполне осуществимы. И считал, что те люди, которые шли, они могут осуществить их. Но у нас, к сожалению, вся политическая жизнь, она заточена на борьбу между, будем говорить, людьми, которые находятся в лагере власти, и оппозиции. Будет оппозиция в лице какой-нибудь партии или даже объединения каких-то партий. И вот на протяжении вот этих последних наших 15 лет, к сожалению, все происходит именно так. То есть есть 2 лагеря, власть и оппозиция, которые ведут между собой борьбу, которая иногда подводит нас к такой черте, которая всегда угрожает очень серьезными последствиями. И я, наблюдая, естественно, за всем этим, я понимал, что в итоге, наверное, выход в том, что все-таки должны прийти люди, которые не принадлежат никакой партии, никакому общественному объединению, люди, для которых нет никакой разницы, какой партии или какому-то лагерю принадлежит тот или иной человек. И, естественно, это обсуждал и в кругу друзей, и в кругу близких. Но так получилось, что в последнее время как бы упорно делались предложения со стороны и друзей, и других людей именно мне прийти, как бы вернуться в политику. Но благодаря, видимо, тому, что
процесс этот стал еще более интенсивен перед вот выборами, и благодаря тому, что появились люди, которые действительно, которым я очень верю до конца, появились люди, которые представляли как раз разные политические лагеря. И вот это вот меня заставило думать, что если в моем случае, в случае, значит, участия меня с моей командой, именно вот эти противоборствующие силы найдут точки соприкосновения, если мы сможем вот на этой платформе объединить людей, ну, наверное, есть смысл вернуться в политику. Поэтому я и принял это решение. Я хапнас при хунткарра хадара джиго оппозиции хушизчунас убырт камлар бепши хап шаришил шарыма евепшама кандидат шаркон пеги егирт шариш командач усар урт бепша гадзара айткалар жакале хусар. Конечно, объединить в своих рядах людей, объединить их на идеи именно объединения, это задача, я считаю, номер один. Я считаю, что она вполне осуществима. Осуществима в том плане, что ведь в каждом лагере есть люди, прежде всего, патриоты, есть люди, которые верят в светлые идеи, светлые помыслы, которые провозглашают те или иные партийные структуры. И при этом есть люди профессионалы, и люди с большим опытом. Конечно, у нас кадровый потенциал, к сожалению, не безграничен, и использовать надо любые возможности, невзирая, как я уже сказал, на его там, принадлежность к конфессии какой-нибудь, к религии, а тем более каким-то партийным там, объединениям. Илкап. Она использовала хайсер стахуб на састамар Бориси Байбзин Илышка, ударбан кандидат зала, как он ткара хадара хинео, ему пихато программа. Шарafша программа на сих бахет, хаб яра ассоциалт хакурджги югуб, дарат зитбау пах, ожи шазат кыларт стахуб, ихаду ахтаква и аргаджна кусарги. Я хаялышка, вахархартаква ярба. И программой в полном объеме, вот, понимание этого слова, конечно, ее назвать трудно. Это скорее, они так и называются, эти материалы, тезисы программные. То есть это отдельные направления, план действий, в которых мы видим совершенно очевидно. И мы понимаем, что их можно осуществить. Ну, если выделить основные такие направления, основные, значит, первые шаги, будем говорить, наверное, прежде всего надо сказать о действиях, связанных с возвращением доверия к органам руководства государства. Это очень важно, потому что сегодня мы наблюдаем, в обществе скопилось вот это вот элемент такой апатии и неверия прежде всего власти. Все, кто не приходят, все обещают, остаются невыполнимыми. Поэтому и скопился вот такой вот, будем говорить, достаточно большой уровень недоверия к власти. Что предполагается здесь делать? Ну, во-первых, прежде всего, мы наблюдаем такое явление, как принятие хороших, правильных решений, да, провозглашенных идей, которые не находят своего осуществления, которые не доводятся до конца, а некоторые вообще их не начинают осуществлять. Почему? Потому что не работает система государственного управления. Вот в связи с этим у нас есть идея, у нас есть план создания структуры, но не новой структуры, ее можно сделать на базе имеющейся сегодня у нас, допустим, того же Центра стратегических исследований. Но это должен быть орган, который, ну, условно мы его назвали комиссия по государственным реформам. Значит, в чем задача этой комиссии? Вот именно в том, чтобы довести до конца принятые конкретные решения. И самое главное, осуществить контроль за сроками исполнения, контроль за
теми людьми, которым поручено исполнение этих, этих проектов, будем говорить. Ну, второй момент, наверное, который я не могу как бы не озвучить, это все-таки формирование, содействие формированию положительного образа Абхазии на внешнем уровне. Потому что, к сожалению, в последнее время мы видим, что информация, которая идет об Абхазии, ну, понятное дело, что она как бы инспирируется определенными силами, но, тем не менее, вот противодействие, активного противодействия этому и такого планомерных таких действий, к сожалению, осуществляется. Есть какие-то отдельные такие шаги, они, будем говорить, такого характера парирования, что ли, реагирования. То есть нет наступательных действий, нет полного задействия всего арсенала, допустим, тех же медиаструктур, не только внутри Абхазии, но и за ее пределами. И вот здесь есть видение, есть конкретные шаги, которые вот мы думаем вполне реально осуществить, причем в очень сжатые сроки. Но помимо этого есть вопросы, связанные с экологией. Это вопросы, прежде всего, конечно же, связанные с вообще с идеей бережного отношения ко всему, что у нас есть сегодня, к приумножению всего того, что у нас есть. Это вопросы, связанные с добычей, значит, углеводородов предполагаемых, да? Это вопросы, связанные с, ну, нашумевшая проблема с мусором. Она действительно очень серьезная проблема. Это проблема, связанная, она мне очень близка, это проблема, связана с браконьерством, которое у нас творится сегодня в лесах, на реках, с браконьерством, которое, кстати, у нас, к сожалению, к которому прибегают те, значит, структуры, которые приходят сюда осуществлять промышленный лов рыбы. Мы прекрасно знаем, что у нас в сезон добывается хамса, а все остальные виды рыб, оседлых рыб, которые водятся здесь, именно в нашей местности, хамса, она мигрирующая культура. А вот те виды, которые, значит, как бы воспроизводятся здесь, в нашем ареале, по тем контрактам, по которым работают вот эти структуры, это прилов, который должен возвращаться обратно в море. Но мы видим и зачастую являемся свидетелями, когда это не соблюдается. Мы видим, когда применяются запрещенные средства лова. Вот это вот со всем этим назрела такая пора, когда нужно вести уже бескомпромиссную борьбу. У нас на юсите гездара косому еще программа Гана Халаха абри шизлачажа зиги айткалана абри апали ичицу аполитика курс хушиз чуаума из рхобри зиги изакуи рабри. Новый политический курс. Новый ЛК. Ну, новый политический курс, он как раз, он продолжение вот всех этих тем, это есть, будем говорить, реагирование на то, что творится вокруг нас. Сегодня мир меняется очень быстро, меняются технологии, меняются средства связи, меняются средства и скорость получения информации. И все это должно быть взято на вооружение именно в деле управления государством. Новое – это прежде всего, конечно же, и новые люди. Новые люди, я имею в виду не обязательно те, кто никогда никому не были известны, или те, кто, допустим, привезены извне. У нас, наряду с тем, что я говорил, что проблема с кадрами, но в то же самое время у нас есть очень серьезный потенциал кадровый, людей, которые, несмотря на свой молодой возраст, но уже имеют за плечами достаточно богатый опыт государственной службы. Но они находятся на позициях, где им трудно воплотить их идеи, им трудно воплотить свежие, новые, как раз, вот будем говорить, веяния во всех этих направлениях. Вот когда мы говорим «новая политика», мы прежде всего это связываем именно с новыми людьми. Елкау, нас шек программа джейзлар буала абартига шцарцишто реформа ко апсах ракозиги фумз ирлагдзани гахцойт хаус шалат шажуит излашил шой ариам тамаджзами фумз ишул шомашара мамо фумз яхо имеется в виду 6 месяцев на 6 месяцев в программе
если вы внимательно посмотрите, говорится на то, что за 6 месяцев можно создать, спроектировать то, что можно сделать касательно, там речь идет об как раз новых веяниях в плане руководства и связанных с созданием электронного правительства. Именно конкретно касательно этого речь идет о том, что за 6 месяцев можно привлечь соответствующие технический персонал, кадры, которые могут это воплотить, и программное обеспечение. Но там, кстати, не 6 месяцев, а от 6 месяцев до года. А далее, если так посмотреть по программе, по тексту, там говорится, что если даже через 2 года мы получим результат от этих начинаний, то это очень хорошее начало. Потому что 6 месяцев это, конечно, мало. А речь идет от 6 до года именно на проектирование и привлечение людей и программного обеспечения. Связано именно с электронным правительством. С электронным правительством. Астамар Борис Ипаш, Сергей Школа, Сарферцтаху, Попсыша, Лопари, Фиршцохан, нас телехопшеги, Яшам Гухайлер Кархас Шойт, Сара и Якуапкара Косрук на Quarop, Тшагала Схабе Пазгар Халадзом, Обрякон Пинас Назен Лехенза, Шохойт, нас Абсшех, Шуя Сергей Стаху. Я цахцап матемач нас Барта Шара и Шхит, аҿыцрақәа алаҳгалоит ҳәа нас ҳәынҭқаррашьақәа гылараҿы иара абарҭ зегьы рыҟаҵараҿы иаахтны иаҳҳәозар иаҭахуп аԥара. Убри шәара иабантәи ашәҟәы иаҳҳәап? Ԥара бааго. Но аԥара иадҳәауа ари апрограммаҿ иҟоуп економикатә зҵаарақәа. Убра раԥхьаӡа еиҭах сиасуеит урысшәахь. Значит, рассмотрение структуры, оптимизация расходной части государственного бюджета. Это один из первых пунктов. Второе – это оптимизация самих органов управления. Имеется в виду, конечно, прежде всего сокращение, прежде всего, значит, устранение таких моментов, как дублирование функций разными ведомствами. Вот. Третье – это, конечно, привлечение инвестиций, качественных, серьезных инвестиций. Вот за последнее время, вот за эти 2-3 месяца мы столкнулись с массой информации, связанной с тем, что сами люди приезжали, говорили с нами, инвесторы потенциальные, которые приезжали сюда с серьезными перспективными проектами и со своими деньгами. И они наталкивались, будем говорить, на некоторую, мягко говоря, недобросовестность некоторых наших чиновников, которые ставили во главу угла какие-то непонятные в данном случае интересы. Есть такие проекты, есть такие люди, которые готовы инвестировать в экономику Абхазии. Дальше это, конечно, выведение из тени экономики, части экономики Абхазии. Вот. Помимо этого, очень много мер, которые можно предпринять в плане защиты нашего производителя. Это прежде всего, конечно, связано с введением пошлины, поэтапное введение пошлины. Помимо этого, нам нужно оптимизировать нашу финансовую отрасль путем введения, прежде всего, рынка ценных бумаг. Кстати, вот закон о ценных бумагах, он в первом чтении рассматривался еще, если я не ошибаюсь, предыдущим парламентом, но он так и остался пылиться где-то в кабинетах парламента. То есть закон до сих пор не принят, он очень нужен. И он как раз вот помог бы осуществить ряд серьезных мер на финансовом рынке. Вот эти вот меры, прежде всего, они, видимо, позволят, невидимо, а точно позволят получить достаточно средств для того, чтобы первые шаги осуществить. Хымпада нас ҳәынҭқарра ргылараҿы иара аинститутқәа зегьы еиҿкааны аус руроуп. Аха шәазааҭгыларц изҭаху уажәраанӡагьы шәалацәажәеит, нас
ҿарацәа шадшәыԥхьало еиуашәа-программа ашьақәыргылараҿгьы иара рыӡбахәгьы акырынтәи шәҳәахьеит аӡәк ҩыџьак. Егьа убыс иакәзаргьы шәкомандаҿы иҟоу ауаа зусҭцәада? Урҭ еиҳараӡакгьы ҿарацәоума, мамзаргьы иҟоума уаҟа иҵегь аԥышәа змоу, анкьа иаҳдыруаз ауаа? Ишԥашьақәгылоу шәкоманда? Иҟоуп аҿарацәагьы, иҟоуп зԥышәа ҳаракыра аус зухьоугьы. Иҟоуп аус зухьо. Амала иахьа ҳкомандаҿы дыҟаӡам аӡәгьы, абри дминистрхоит, мамзар џьара аиҳабыс даҳҭоит ҳәа микьана абри еибаҳамҳәаӡацт. Абри вице-президент ҳасабла Тамаз Иванович Кесба иара ида уаҳа аӡәгьы никто еще из тех, кто сегодня работает в качестве экспертов, не имеет, будем говорить, какого-то обещания, что он будет работать руководителем или вообще где-то в каком-то ведомстве. Сегодня команда, я называю тех людей, которые вот в качестве экспертов создавали как раз эту программу, которые сегодня работают рядом. Это люди в основном специалисты в своих областях, профессионалы. Во-вторых, критерий, под которым я подхожу в подборе этой команды, второй очень важный момент – это репутация. Это чистая, незапятнанная репутация. То есть люди, которые нигде, никогда, ни в чем, что называется. И в-третьих, конечно же, это определенный опыт за плечами, опыт работы в данной области. И таких немало. Но если забегать вперед и говорить в случае прихода нашего к власти, в случае победы на выборах, как мы будем формировать команду, но уже будем говорить команду как орган управления, как мы будем их формировать. Конечно, я вам говорил вначале о том, что у нас и сегодня работают во многих структурах люди, достигшие определенного уровня. Да? Однозначно они будут задействованы. И еще один момент. Элемент конкурсного отбора. Он будет присутствовать, конечно, не везде, но будут отдельные структуры, и я уже знаю какие, в которых будут объявлены конкурсы, и туда придут люди, которые независимо от каких-то там, еще раз говорю, принадлежностей к каким-то, значит, там партиям, фамилиям и так далее, и так далее. Есть еще один момент. Мы всегда говорим о том, что мы интернациональное государство, мы гордимся этим, мы всегда с гордостью вспоминаем, как во время войны рядом с нами стали и русские, и армяне, и греки, и другие народы, которые проживают на стране. Но сегодня, к сожалению, да, у нас представители этих народов, проживающих рядом с нами, они не представлены ни в выборных органах, ни в руководящих органах. И это не должно быть такой шаблонный подход, что там какие-то квоты, вот здесь должен быть один такой, двое там, допустим, русских, один армянин и так далее. Мы должны подходить с точки зрения пригодности профессиональной прежде всего, да, и всех остальных критериев, о которых мы говорим. Ведь у нас сегодня немало людей, допустим, из тех же из русской общины, армянской общины, которые отвечают этим требованиям. И их надо обязательно задействовать. И они должны будут и будут задействованы в органах управления. Астамыр Борисов уажәы режиссер исыҵалҳәоит, минутк ҳаиҿцәажәара аанаҳкылоит, шәара ишәызку иаашәгаз аролик ҳтелехәаԥшцәа еидҳарбоит, анаҩс иацаҳҵоит аиҿцәажәара. В здании гостиницы «Интерсухум» в конференц-зале состоялась встреча кандидатов в президента Арба Астамура Борисовича и кандидата в вице-президенты Кеспа Тамаза Ивановича с общественностью столицы. В зале присутствовали люди разных возрастов, разных национальностей, вероисповедания, а также представители интеллигенции и рядовые граждане республики. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Затем со своей программной речью выступил кандидат в президенты Астамур Тарба. В своем обращении к избирателям Астамур Тарба выделил наиболее важные первоочередные шаги в деле строительства суверенного государства, отметил ряд первоочередных задач, стоящих перед обществом, требующие безотлагательного решения. Одним из этих шагов, как сказал Астамур Тарба,
будет беспощадная борьба с коррупцией, которая в самых разных проявлениях захлестнула наше общество. Борьба с организованной преступностью, приобретающая новые формы. Нас волнует, сказал Астамур Тарба, такие социально опасные явления, как смертность на дорогах и наркоторговля, напрямую связанные с вопросами демографии, а также социальная незащищенность наших граждан, в том числе пенсионеров и ветеранов Отечественной войны. Хаос при принятии государственных решений, утрата контроля над процессами, происходящими в стране, достигли того уровня, когда не находят объяснения финансовые нарушения на сотни миллионов рублей. Сегодня перед Абхазией стоит новый исторический вызов. Стране нужен новый политический курс. Курс, направленный на проведение всеобъемлющих реформ, беспощадную борьбу с коррупцией, осмысление своей роли в регионе и, главное, возрождение уверенности в собственных силах. Надо сделать все возможное, чтобы заработали социальные лифты для молодых специалистов, чтобы именно здесь, в Абхазии, они видели возможности для своего роста. Государство должно в разы повысить уровень субсидирования образования, учредить стипендии, гранты, программы поддержки образования, программы финансирования обучения за рубежом, в том числе в Европе. Новый политический курс – это закон и порядок. Должны быть сформированы идеологии нетерпимости к преступному поведению и преступникам. Распространяться эта идеология должна на все уровни социальной лестницы. И в первую очередь на людей, находящихся на государственной службе, а также в выборных органах. В Республике Абхазия гарантом справедливости должно быть только государство, а не криминальные, неформальные или родовые объединения. У нас замечательные, трудолюбивые, законопослушные люди, прекрасная молодежь, исключительные природные и климатические условия. Просто всем этим надо грамотно распоряжаться и жить по закону, одному на всех. Это вполне нам по силам, если упорно и последовательно идти к этой цели. Акареп сохтелен хопшчит этаж гуаласыршует ишашует свой эфирач хаку похаха студияджа апсна ахинткарах кандидат Астамур Барисипам Тарба. Астамур Барисипа яцахцует хайччажерам арака яра роликачги яхбит нас бре коррупция шазат кулует чи дала яхб яра коррупция гецохтан биам тазакыр ирачаны ялачажует. При коррупции жагыларызы шара хархартакус мёкас ишпой уязы шканагара и лахкартахтахым. Вообще само слово коррупция уже настолько приелось, оно звучит из всех уст, и, естественно, всех кандидатов, и звучало и раньше, и так далее. Честно говоря, я, говоря вот это, или слыша вот это слово коррупция, мне больше, наверное, как-то понятнее слова воровство и взяточничество. Это то, что как бы реально мы имеем. Да, воровство из бюджета, взятничество на любом уровне. Какие здесь есть методы? Ну, как и сейчас вот мы услышали, докладчик как говорил, значит, самое главное – это верховенство закона во всем. И когда мы это говорим, мы должны понимать, что это прежде всего касается самого высокого уровня руководства в стране, начиная с них. Это не касается людей, в моем понимании. Когда мы говорим верховенство закона, я понимаю, что этот закон должен быть одинаковым для президента, для премьер-министра, для вице-президента, для всех министров и так далее. Невзирая на должности, невзирая на фамилии, невзирая на приближенность к тому или иному лицу, они должны отвечать в равной мере перед законом, как и другой человек, незащищенный какими-то, будем говорить, там, фамильными какими-то, значит, особыми ресурсами или там, приближенностью каким-то, значит, будем говорить, там, сообществом. Закон должен начинаться сверху.
почему у нас ничего не получается в плане борьбы? Ну, не то, что ничего не получается, может, я здесь как бы это самое, да, но есть отдельные, будем говорить, такие вот все-таки сподвижки, но полнокровной, полноправной борьбы у нас не получается. Почему? Потому что есть один такой главный момент – неуважение к органам, которые должны защищать правопорядок. Почему он складывается? Не потому, что там работают люди сплошь нечестные, сплошь там, значит, непорядочные или связанные с криминалом. Там очень много, я это знаю, еще остались те, с кем я когда-то работал, очень много профессионалов, порядочнейших людей, смелых, решительных, готовых на любые жертвы, даже для того, чтобы навести порядок. Но когда мы сталкиваемся с тем, что произошел факт, и человек в силу вот тех обстоятельств, что я говорил, близости, фамильного какого-то, значит, там, момента, еще каких-то особенностей, оказался вне досягаемости закона. Когда мы видим много фактов, когда задерживаются, а потом вдруг оказываются на свободе. Причем здесь работает такая вот, будем говорить, корпоративная такая, может быть, даже структура, схема. На каком-то этапе, будь это милиция, прокуратура или уже суд, происходит сбой. Вот это вызывает недоверие со стороны народа к этим органам. Естественно, они не могут прийти и выполнять свои служебные обязанности в полную меру. Помимо этого, каждый сотрудник, который одел форму, на которой герб нашего государства, он должен чувствовать защиту со стороны этого государства. Он должен в полную меру осознавать ответственность перед государством, но при этом понимать, что в любом случае, если он, либо значит, его партнер, его коллега подвергнутся каким-то незаконным действиям, что государство всей своей мощью, всей своей силой навалится и защитит его как представителя этого государства. Вот это должно присутствовать в полной мере. А мы, к сожалению, видим немало фактов, когда у нас сотрудников милиции незаслуженно где-то оскорбляют, причем иногда бывает и физически, и это остается безнаказанным. Это остается, и ведь это все очевидно, это люди все видят, и все это воспринимают с возмущением. Отсюда и накапливается вот это вот недоверие к этим органам. Нас шареш хит нас убрт хархарт курча ус руид пуш змоз ус здырва ауаха еге убысак зергера коррупция нас шиqatsian хот нас избан ус изыqалой уи агватар шпата хуя хаб конкретла знечаката хума убришара иqafцарц шпашилшу убризлагва что Излагуахто. Прежде всего должны быть люди, которым доверяешь. Я имею в виду люди, которые будут проводить эту политику борьбы с коррупцией. У нас зачастую создаются структуры по борьбе с коррупцией, в которых сидят самые отъявленные коррупционеры, будем говорить прямо. Люди, которые как раз на этом и наживаются. Вот это вот один из таких элементов, который нужно в корне от него избавиться. Да? И еще раз говорю, люди с чистой репутацией, люди честные и порядочные, которые должны осуществлять все эти работы. Ну, я думаю, что это вполне осуществимо, я уверен, что это вполне осуществимо. Конечно, на это нужны не один месяц, не один год, но этого можно достичь. Даҽазҵаарак ахьҳаисырц сҭахуп уи ашәарҭадароуп изыҭҳәалоу. Шәара аамҭаказгьы ашәарҭадара амаҵзураҿы аус жәуан, уи напхгарагьы ашәҭон. Уажәы хырхарҭала ҳазааҭгыларц изҭаху Аԥсни Қырҭтәылеи реизыҟазаашьоуп. Шәара аус аныжәуаз аахижьҭеи аамҭак рцахьеит, хымԥада зҽызыԥсахызгьы рацәоуп. Иахьа иаҳҳәап абри Қырҭтәыла Аԥсни рҳәааҿы. Еиуеиԥшым уи зыҭҳәалоу иаҳҳәап уахьынтә иаарго алыҵахыгара. Насгьы убраҟа аус зуа ҳазалхаҩцәеи аҳәаахьшьцәеи. Абарҭ русура шԥарыӷәӷәатәу, уи иԥсахтәу иаҳҳәап ҳаамҭазы ашәарҭадара аусаҿы. Шәара уи атәы ибзианы ишәдыруеит, уаҟа аусгьы шәухьан краамҭа. Уи сара аус суеижьҭеи акырҵәотә аамҭа цахьеит, аха
Усханпи Тагылазайша Хучейка Калашаган. Ну, во-первых, тогда действительно было активное противостояние. 90-е годы политика Грузии, она была направлена именно на проведение здесь такой диверсионно-террористической деятельности. Вы прекрасно знаете, что в 1998 году была вообще попытка возобновления войны, прямо скажем, попытка отсечения Гальского района и затем в дальнейшем закрепление этого успеха и продвижения вперед. И поэтому вся деятельность структур правоохранительных на границе прежде всего, она была связана именно вот с этим родом деятельности. У нас было, к сожалению, немало потерь сотрудников всех силовых структур, сотрудников милиции, таможенного комитета, сотрудников СГБ и так далее. Сегодня, естественно, ситуация совсем другая. Сегодня, во-первых, граница у нас благодаря присутствию российских пограничников охраняется. Но структуры, которые там присутствуют, они должны, конечно, выполнять определенные задачи уже другого характера. Вот прежде всего, я считаю, что мы говорили об экономических аспектах, да, нашей программы. Вот там один из моментов я говорил о защитных функциях государства в отношении сельхозпроизводителя. Что это подразумевается? Естественно, введение пошлин, ввозных пошлин. Сегодня мы прекрасно видим, что на нашем внутреннем рынке продукция в основном привозная. А наш производитель, который производит экологически чистые продукты, который производит продукцию, которая вполне может конкурировать и на внешнем рынке. И так и происходит. Они не могут реализовать свою продукцию. Почему? Почему государство не может защитить их интересы? Элементарными экономическими методами, связанными с введением защитных пошлин. Ведь бывают пошлины, сезонные пошлины. Допустим, на момент, когда мы выращиваем арбузы, а у нас очень много хозяйств, которые занимаются возведением арбузов, вот в основном в Ачимчирском районе, да, выращиванием арбузов. А почему мы не можем защитить этого производителя элементарным введением пошлины? Почему мы не можем обеспечить его местом на том же рынке, где он сможет реализовать свою продукцию? Я еще раз говорю, эта продукция, она может спорить по своей экологичности, чистоте, качеству и вкусовым качествам с продукцией извне. Я вот недавно был в хозяйстве в Аджубжах, фермерское хозяйство. Работают ребята, энтузиасты своего дела. У них в хозяйстве задействовано около 100 человек. 100 человек, которые получают до 30 тысяч рублей в месяц. Это прекрасная зарплата, ну не прекрасная, но хорошая зарплата даже для жителей города. 30 тысяч в месяц. Агроном у них получает до 80 тысяч в месяц. У них около 100 гектаров земли, они выращивают арбузы, они выращивают клубнику, они выращивают даже фасоль, естественно, кукурузу и все остальное. Вот товарная продукция их, ну клубника по вкусовым качествам, я вспомнил детство, да? Не та клубника, которую мы сегодня покупаем иногда на базаре, пластмассового какого-то вкуса. Настоящий. Аромат стоит в этой теплице, куда ты заходишь. Эти люди работают на своем энтузиазме. Они вышли на внешний рынок. Ихняя продукция продается сегодня в России. Причем, ввиду того, что у них немного проблемы финансовые, они не смогли в этом году поставить свою продукцию, но уже под их маркой, под их брендом «Абхазская клубника» уже масса производителей торгует на российских рынках. Им надо всего лишь немного, им нужна небольшая помощь со стороны государства в плане там каких-то капитальных вложений, оборотных средств, и они развернутся еще больше. И самое главное, рядом с ними создадутся хозяйства. У нас ведь Аджубжа – это вообще плодороднейшая земля. И вот таких мер, принять такие меры, это ведь очень легко. Сатамаз абри саргисаман абри ядхалазазара анхаюи алыц хитио. Яхауи дарадзи проблему пшергишала чавит. Нас акытан хамю. Акытауи фицхрар бепш убри ԥсҭазаара маҷӡак акәзаргь еиӷьны иҟалартә еиԥш шәара убри хазиго программа шәымоума хырхарҭала қыҭа ԥсҭазаара аихтәразы ҳәаны.
Насгьы абри шәызлацәажәоз иаҳҳәап, анхаҩы иаалыҵ иҭиртә еиԥш аҭагылазаашьа изаԥҵара азыҳәан иҟашәҵарц ишәылшо. Ну, прежде всего, те меры, о которых я говорил, то есть экономическая защита со стороны государства, введение пошлин и защита интересов своего производителя. Второе, конечно, немаловажно, когда государство может обеспечить элементарными субсидиями, кредитами, небольшими, кстати. Фермеру сегодня для того, чтобы произвести сезонную продукцию, небольших денег нужно. Но при нынешних ставках кредитования, да, мы знаем, что у нас там, допустим, те же пенсионеры кредитуются под 40% годовых. Это вообще не видано. Это баснословные деньги для людей, если честно говорить. А что касается сельхозпроизводителя, тут ведь не нужны большие, особо большие деньги. И тот же, допустим, производитель фруктов или производитель бахчевых, он должен быть гарантирован, что государство либо обеспечит ему возможность продажи на рынке, либо само произведет закуп его продукции. Я знаю, что были начинания, да, по-моему, в прошлом году, когда были организованы закупочные предприятия для производителей цитрусовых. К сожалению, деньги, спущенные на это дело, опять же, будем говорить, получили такое нехорошее, как говорится, все эти начинания, нехорошее продолжение, и многие дела находятся сейчас в суде по поиску тех денег, которые были как раз вот спущены на то, чтобы закупать у людей те же цитрусы, мандарины. Мандарины не скупили, часть тех мандарин, которые были закуплены у людей, они не были реализованы. То есть фактически проект был, ну, будем говорить, похоронен. И немалые деньги были также, будем говорить, похоронены, да, бюджетных денег. Но вот эти вот начинания, они должны иметь системный характер, они должны быть спланированы четко, просчитаны и поэтапно, шаг за шагом внедряться. Дараӡа ирацәоуп нас ҳажәлар зыргәамҵуа азҵаарақәа. Уи зегьы бзианы иаадыруеит амҩаҿы иҟало амашәырқәа, аиҳараӡакгьы аҿар рҭахара. Иҵегьы азҵаарақәа еиқәаҳаԥхьаӡаша дараӡа ирацәоуп. Абарҭ аусқәа раанкылара азыҳәан шәара иҟашәҵарц шәгәы иҭои. Насгьы абри уи ҳдемографиагьы дараӡа акырӡа иаԥырхагоуп. Абарҭқәа зегьы еидҳәалоуп. Убри аганахьала шәара ишәымоума программак иаҳҳәап? Наркомания, проблема на дорогах, вопрос, который всегда поднимается и который освещается всеми и кандидатами, и всеми, значит, партиями, движениями и так далее. Но здесь методы, они очевидны для всех, и в части, и в какой-то части этого коснулся, когда мы говорили о правоохранительных структурах, когда мы говорили о борьбе с коррупцией. Здесь во главе угла, конечно, должен стоять закон, во-первых. Но если конкретно говорить, то, что касается наркомании, во-первых, прежде всего надо отделить и четко для себя определить, что наркоман – это больной человек. Помимо всего прочего, нужны действенные программы реабилитации этих людей. Я имел беседу вот с нашими представителями наших, будем говорить, медицинских учреждений, связанных с этой тематикой. Есть немало случаев, когда люди, больные вот этим недугом, преодолевали его, выздоравливали, избавлялись от этого пагубного воздействия. Да? Ну, конечно, с помощью медицинских этих учреждений и программ. Но есть такой момент. У нас, ну, все мы прекрасно знаем, масса людей выезжает за пределы Абхазии в Грузию для того, чтобы, значит, вот, бороться с этой проблемой. Но ведь они приезжают туда и пользуются как раз теми программами, которые осуществляют международные организации и которые как раз адресно направлены на осуществление их в Абхазии. А почему они не проводят их здесь, у нас, на территории Абхазии?
я уверен, что у них нет в этом никаких преград, и они готовы. Наверное, значит, как-то нам нужно определиться и решить для того, чтобы привлечь их и осуществлять эти программы здесь. Но это то, что касается лечения. То, что касается борьбы, у нас очень большая проблема, конечно, именно с теми структурами, которые призваны бороться с этим явлением. Мы знаем, какие процессы происходят там. Мы знаем, что есть масса фактов, когда у нас люди в погонах, как раз в погонах являются, и это общедоступная информация, были уголовные дела, возбуждались по поводу них, да, какое они завершение получили, это другой вопрос. И вот здесь, конечно, немало работы и немало очень серьезных таких вот мер, которые нужно принять. А то, что касается ситуации у нас на дорогах, вы знаете, мы начали вообще нашу беседу с того, что вокруг нас меняется мир и меняются технологические, в том числе, инструменты, да, человеческого общества. Вот одно из веяний – это вот применение технических средств для контроля за безопасностью на дорогах. Мы видим прекрасно, как у нас всего там 5-6 камер установлено на трассе, но они уже приносят свой результат. Как минимум, проезжая вот этот участок, где мы знаем, что стоит камера, мы притормаживаем, снижаем скорость, а это и есть факторы, которые, допустим, где-то позволили уйти и опять вот эту вот страшную статистику где-то ее не увеличить. То есть применение технических средств, максимальный уход от человеческого фактора, потому что человеческий фактор, о котором я говорю, все прекрасно это понимают, знают, это связан с работой, опять же, тех же структур на трассе, которые, принося, допустим, в чем-то там пользу и так далее, регулируя, наверное, если в процентном отношении в 2-3 раза больше, приносят вреда. Поэтому вот эта вот совокупность, и вот это все и должно позволить решить позволять и дальше решать вот эти вот проблемы. Илкауп, мач-мач, ханаскелар стахуп, дальше тема гехазат кларт стахуп, хампадам, абызша о проблему. Нас уи в бак шестот хакудзам, шаргив цуадаю маджзака хатобыз шахера, яра харихаму пеуипшим программа, куяхапа бызша ацараз шкуш пана, гуапхи кабрих бызша о проблема, маджзака гузарги и псахар цазухин иqazat, уязышара лагала чицкокшму маяхваб. Я же хозер, да, сарайха, ишпар, как пример, да, да, пример того, что да, я мыслю и больше говорю на русском языке. Вы усыпш стагала защу да ударит зрячую баха. На сегодняшний день у нас есть несколько структур, которые занимаются программами абхазского языка. Я не хочу сейчас брать на себя такую ответственность и судить об эффективности работы этих структур. Вот недавно, буквально, относительно недавно, при президенте была создана тоже структура, по-моему, называется «Управление по развитию абхазского языка». Может быть, я ошибаюсь. Но я знаю человека, который ее возглавляет, Батал Хагуш. Это действительно человек, который является профессионалом в этой области, и который может, естественно, я уверен, принести немало полезного в это дело. Но мне кажется, и здесь нужно вот все-таки идти в ногу со временем и применять современные методологии. Я вот познакомился недавно с молодым абхазским писателем и поэтом Дмитрием Габалия. Да, Дмитрий Габалия. И вот он мне рассказывал и очень интересно, и очень подробно о той программе, которой они сегодня занимаются, программе обучения абхазского языка в подростковом возрасте. Они применяют методы и методологии, заимствованные из разных стран. Это стран, в которых тоже существуют такие языковые проблемы. Шотландия, Ирландия, Баски и так далее. И вот результатом их работы, вот как он мне рассказывал, есть интерес детей к изучению абхазского языка. То есть они идут с большим интересом на занятия, они с большим интересом читают книги, смотрят, естественно, наши мультики, фильмы. Кстати, огромную работу проделывают наши как даже назвать, они не кинематографы, а те, кто специалист переводит. Да, во главе с Облотия. Это вообще
мне кажется, они достойны очень серьезных таких поощрений и наград за то, что они делают. Но помимо этого, все-таки, мне кажется, нужно уходить от шаблонов, от тех методов, которые вот все-таки существовали раньше, еще, наверное, советских времен. Может, сейчас меня слушают наши метры, да, ученые, которые занимаются проблематикой абхазского языка. Но я знаю это по тому, какие проблемы у меня возникают с моими детьми, когда мы иногда садимся перед экзаменами. Что, кстати, они экзамен на абхазский сдали на 5, 4. Ну, наверное, это все так сдают. Это тоже, кстати, очень серьезное и хорошее веяние. Вот введение экзамена абхазского языка. Однозначно. Убри яларгалаз яхепа пушер апсо базшезухен абазша зараджа хархо ишпасфери ацхрар qanaጾმош кушпанаго. Абри пушер яларгалаз. Хымпада. Избанза хучкойлат бана билетку ежухба жижаба билетку рцот дара изапхо ажен рала кома гераха кипх рома. Это очень большой след оставляет все равно. Дача зарек нас блиц зарек рахая сует а политика шала хумзер яхдул джимя пусо захтыс кушбар репшатгла заши шуман нас цохтан биамтаза шугуянам гадзуй а политика хагижра وجابخه يحقيها تخنحه وجاكم وجابخه شكجير بشوسي بشغوانا гара шесцерц хасма. Создавам сазгунала учек философия Гана Хлавахоп Шозар, наверное, всему свое время. Когда-то каждый человек меняется с возрастом, и у него и жизненная философия меняется. То, что я мог себе, допустим, представить, позволить 3-5 лет назад, сегодня это уже, наверное, не. А то, что я сегодня вижу и понимаю, для меня было недостижимо, наверное, года 2-3 назад. Все это связано все-таки с таким внутренним состоянием человека. Хатамыз хамтаха дахыркшо позже хайсует стара корах уртикяч, но ярласна так стару пастамар Борисипа. Ну и слушай, Зар. Айшыз хазеб швоже стара кошустует убырт ярласны кячна так гашцару памалда кызачык сызлашшуху явазыр псышыла убырт стара коматак гахца. Не слушал. Шухшара апс шердыру мырхобу. Иши свазеиб ширдыру терхот аха яшу хозар и хуцу турусшола и чажу турусшола аха зызын лахалагот псышола чажера нас яхаштот хайсот аурс бушах. Илка. Ярбан литература юмтуй харадзигишко бхо. Сас запхо и харак абри атурх ятхо ишпасори военная история наски мемуары псышола агбала шарако. Илка. Ярбан спорт хкуй харадзигез жилм харазышто. Подводная охота. Заоклар жила шарацара. Назги шарацара уяда витсерфинг. Атурых язынхаз и цырдыруа варқын шизачажарцы штахады. Усипш шизджипш вая хаб фырхацак, атурых тфырхацак, шхаджа дайвама уже. Она естественно рахсия сводишь. أحنت كارت وسبرت كرجوس شو خيتي قال خزمة أجا وصورة دنا مخ خز. خمبدا خو خيت إزنكم جا. أوايشر تو أبجير كركو شرز خود سوا مورت شخية شرخوما أبجي كركو. هاي خمبدا. شو بستازار جاي حشزت شو يربن. سزت شو. شزت شو. هاي. سزت شو. حرك سزت شو. أبري زنا. عشان تخام تنايلو أبري خياس أبري إزاسيها خوي يرتشو بيناو. شتاعة رج شو جبرومو شو ليش زي بشروي. زنزن الله يغود زنزن الله. يربن نحو بسنية زقحتو يحرد زكي شرب زي يشبه. يربن النحو. النحو يوش دور أبري سنتيابر أنشام تز إنغورن زحني
сара усҟан Аҟәа саан, иаша уҳәозар, абри ажәабжь аннаҳаҳа, абри аҷкәынцәа исыдгылаз убас ирасҳәеит, абри амш, абри ҳа ҳзы иныҳәа дуны, зегь раҵкьыс бзиа иаҳбаша абри ҟалоит ҳәа. Ԥсазы убри сентиабр ҩажәа ԥсазы иныҳәа ду. Ажәакала иааира аныҳәа зегь расҭа. Аиааи. Абас ала аблиц хыркәшоуп, уажәы шәара ишәымоуп алшара, инхаз аамҭа шәхы иархәаны, ҳтелехәаԥшцәа рахь шәхы нарханы ааԥхьара ҟашәҵарц. Иаанхеит 1 минут. Хочу, конечно, обратиться ко всем гражданам Абхазии, ко всем телезрителям, которые сегодня нас смотрят. Понимая тот настрой и то настроение, с которым люди идут на очередные выборы, от которых, честно говоря, мы все устали. Но мы себя объявили демократическим государством, значит, мы должны и в этом плане расти, должно расти наше самосознание, должно расти наше отношение ко всему этому. Но самое главное, чтобы мы понимали, что в этом деле ни в коем случае не должны присутствовать эмоции, в этом деле мы ни в коем случае не должны доходить до каких-то эксцессов. На этих выборах жизнь не заканчивается. И мы должны все-таки наконец понимать, что у каждого человека есть свое мнение, и мы должны уважать любое мнение. И мы не должны смотреть, прятать друг от друга, вернее, глаза, а смотреть друг друга открыто в глаза. И несмотря ни на то, кого из кандидатов он поддержал, или там за какую команду футбольную он болеет, а я за другую, на этой почве мы, маленький народ, одна большая семья, мы не должны расходиться в этих вот взглядах. И я хочу, чтобы каждый пришел, подошел к урне, отдал свой голос за того, за кого он считает нужным, и спокойно вернулся домой, и завтра пожал другому соседу, брату, да члену семьи, который проголосовал за другого кандидата. И понимал, еще раз говорю, жизнь на этом не заканчивается. Мы, наоборот, должны с оптимизмом смотреть вперед. Еилкаауп, иҭабуп ҳәа шәасҳәоит, иахьа ҳазҵаарақәа рҭак ахьыҟашәҵаз аманшәалара шәзеиӷьасшьоит. Иҭабуп, абзиарас. Сааҭк ишиашо ицоз ҳаефир хыркәшоуп, еиҭашәгәаласыршәоит ҳтелехәаԥшцәа алхратә комиссиа хада иҟанҵаз ацәҭаԥсарала уахатәи аефиртә аамҭа шитәыз аҳәынҭқарра ахадарахь акандидат Асҭамыр Ҭарба. Сара абзиарас ҳәа шәасҳәоит, аԥсуа телехәаԥшра анаҩс аусура иацнаҵоит.